В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика», в студии Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. Пострадавших от взрыва газа перевезли в Нижний Новгород. Хочу отметить, что глава Чеченской Республики Георгий Середа Ахматович, когда уделяет пристальное внимание обеспечению высококвалифицированной медицинской помощи. Спецборд МЧС России доставил из Грозненского аэропорта жителей Чечен-Аула в федеральный ожоговый центр. Знак качества. Это наши не первые медали. В прошлом году, в сентябре, мы также получили золотые медали в номинации «Выработка высококачественной продукции». Крестьянско-фермерское хозяйство Жейна получило признаваемый во всем мире сертификат «Халяй». Любовь преодолевает все преграды. Билеты можно приобрести несколькими способами: в кассе кинотеатра, на сайте Грозный Молл или вот в таком онлайн-киоске. На большие экраны вышла спортивная мелодрама «Лед-3». Наталья Депутатова уже посмотрела картину. В Грозном реализовываются грандиозные проекты. Рамзан Кадыров проинспектировал их. Одним из самых значимых – это строительство продолжения проспекта Путина в сторону Старопромысловского шоссе, в рамках которого будут построены новые жилые комплексы, что позволит создать комфортные условия для проживания горожан и развития бизнеса. Еще одним важным проектом является строительство эстакады на пересечении улиц Назарбаева и Ларсанова. Эта дорожная развязка значительно улучшит транспортную доступность города. Мадина Нусалчиева продолжит. Строительство грандиозного и масштабного проекта, который изменит облик не только центра столицы, но и всего города, идет активными темпами. Совсем скоро на огромной территории появится современный жилой комплекс комфорт-класса. Весь процесс находится на личном контроле главы Чеченской Республики. Во время инспекции мэр города Хасмагомед Кадыров доложил, что инвесторам в регионе были созданы все необходимые условия. Каждому из строящихся высотных домов уже есть проектно-сметная документация. Сразу же будут подведены все необходимые коммуникации. На сегодняшний день раскуплено уже 40% всей недвижимости. Комплекс станет новым 5-м районом в регионе. Носить он будет имя президента страны Владимира Путина. Мудрого, дальновидного, смелого, решительного нашего любимого президента создать новый район имени Путина Владимира. Стройка развернулась на территории 200 гектаров. В районе будет 130 многоквартирных домов. Более 2 миллионов квадратных метров жилья уже находится на стадии строительства. Будут возведены и объекты социального значения, такие как школы, детские сады, спортивные и культурные центры. Очередной масштабный проект в Чеченской Республике непременно расстроит врагов России, отметил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Строительные работы подобного масштаба сильно сказываются на перемещении владельцев автомобильного транспорта. Рамзан Кадыров поручил начальнику УГИБДД МВД по Чеченской Республике Идрису Черхигову активизировать работу госавтоинспекции так, чтобы дорожное движение проходило с минимальным количеством пробок. Решение дать новому микрорайону имя президента России не было спонтанным, рассказал глава субъекта. Мы должны быть благодарны тому человеку, который создал нам такие условия, чтобы мы восстановили республику. И плюс, не только восстановили, а дал возможность новому строительству, новую жизнь по воле Всевышнего. А поэтому он должен остаться в истории нашего народа
истории в мировом сообществе. Такого человека в современном мире не было и не будет. Поэтому я принял такое решение. В новом жилом комплексе сможет проживать более 70 тысяч человек. Для их комфорта будет построена вся необходимая инфраструктура. Школа, садик, вся инфраструктура, спорткомплекс. Школу 2500 мест еще твою заложительно. Кто-то сейчас человек уж заложительно, цен латнаш билгалда хой киош дада, на тут я был без что. Междик, шия междик ду, цан хокаду, вож локаду, цершина зелон питер, дега иштерлошту. وجه داودي زرال دقة يشتغلوش شنيت إحها جيولوجي يشبه دابولنا إنس جيولوجي دعما يلنا إذا كان الشق ما يلنا كتوان دايولنا بول دابول ورخشة. Стоит отметить, что такой масштабный проект в условиях санкционного давления, которое сегодня испытывает регион, кажется невозможным. Однако у Рамзана Кадырова свое мнение и на этот счет. Санкции нам на руки, наоборот, санкции. Да, абсолютно нам не страшны снег и морозы. Поэтому, наоборот, из-за санкций у нас прирост во всем. Я прошу, чтобы они еще ввели жесткие санкции в отношении Чеченской Республики и лично для меня. Стройки будет окончен по карте, которую мы запланировали. Поручение исламский рассрочка по нормам ислама, поручение иштаю, что цундер, амаллар, война, та дел минут соуш, получные санкции, что та погодя. Есть ялар, та ингали ещё, так стройк, что он магар даю еще дел войны там сдал мула. За границей около 8-10% за границей рыбу. Цигах вы риэлтор, что цены шпац, оша суязабу, цер цигах ока дадволен дуэл дагайче. مثلا الشخص وبرت من دمشق هوش إيمن هوكشواها أستن هوكشوا داوت. نحن نزعبش وين بانش بو بعد باغش بانش بو خير ببود بانش بو شو وين بانش شيء يعني بالش بس كأحرقش شيء أحشي بو كتشبش بدأت إيش شابش تباك بيش بس هي دايم وكربو دايم وك شيء توار دون شو تجا إذا وضعين هذي فلاسة بقوم وضع بين نعباس سندر شيء دايما كعبوك boş bu iş sabah bir bu zaten sabahleyin uyanacağım bu geçmiş bu zaten. Еще одним показателем того, что чеченский народ развивается, являются платежноспособные люди. Об этом говорят продажи квартир. Однако есть те, кто обманывается сладкими речами провокаторов и врагов народа. С такими разговор будет коротким, подчеркнул глава субъекта. Да, багаж будон, так sabah zavgeçmiş oldun deladon iş amur bu ve bah. Да, он объяснил, что я говорю, да, важно, что так всю жизнь дона, когда чего метки ахлюк себеллак дасан, да, има вайдайш дона, что хусам хах дик машин дон, уйчал бу дасан, да, тундер дона, ночь дона, твеллак дон, хах не твеллак эйваха, твел чада, ина твел медон, энти хилла, уз мекри хилла дон. ودائما ندان طولم لك ندان دار مقلع دان وي طول مش بقى بخو ما كشيء شيء اينا قلت يلا جو شو هنسي دان قو دان دو هذا شيء دين الشكو على سودان دان بعد داخل شش الداس دان وين ريدو سان دعوة هو ما كعش هو زكون لرديت da pravila жизни лариет Турция у кого героиш ما بي داس دان да да ну что сидел стан إشتون شست أباك بعث وتعبد بيش عيادش بيش دايش بداستون داينا أنا شيء بيري دوت لربعضش حالات قوة دوتانا خينش توديو داستون تصدق ياش روحي اللوش علوش دالوش كيتم لوش ديك نيك دالوش ويميلي لا دونا أتخيت يودلا ويدون كذلك سبرتوليني уничтожили, задержали дон, посадили дон, по закону дон. Сейчас вот сюда дон, что ходишь, процедуру чекая, как йошел хандона, турилась. Только за 2023 год при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова 1120 человек переселено из ветхого и аварийного жилья. Также 102 квартиры и 16 частных домов получили родственники погибших участников СВО. На этих достижениях руководство региона не останавливается. В планах дополнительные преобразования в столице. водоснабжение, водоотведение, цегаха, хокшер,
запланированы более 100 километров водопроводы, более 100 километров канализационные ливневые сетчат, еще говорю, что именно эти ливневые окшан, он прямой эфир, вопрос делир, и стажем это содействие, ну и вообще гетая шулша цацана, хищ общая цани система канализации ливневых цани, уж проблем шерцу, да, но выявить иногда самые острые дук хилач догде штатсана сигдадю цацан дук 70 точки еще хокшер устранить тирионой. Дадаванчар 145 километр водопровод хисноной, так запланировано 205 изен 60 хокшерат эхуйцарюшон цуна. Так вона эш кана эш эцуна вона S2 кана S3 реконструкции, но он 17 водонасос хиснон Рамзаматович еще хунасошу современный келл дикнасошу цар туокте адуку экономия окцар. Келт эдеш дамаш хулчсан отопление Рамзаматович. Ахил порученица из-за хажа ши кел котельный тейновый. Масва котельнышка ха запасной резервный котлышда галбалах кенак халлату нахана йоху хилит запасной котелшдой масва котельна. Так совещание ха халго эдали поручение л свет таяла ха отопление мулат докшуэл поручение лчена ха цулт авойна фондир ахчуиделитина и котельныш ёлметигери сигара дизель шат генератор что токшул ищехнон ток даял случай чего хумхла галар освещение уж более 1000 светильник дадаванча хитна. Так, массу аура фонду вендештол кюгал хонарна гуштоне мэрир массу белвашна гуштон так сайт арах мэрир белвайт арах ишт эйман нисюна аману ажен дейлрес хула ласун нар ишт даала олес так даггар цунна дейлрес хул хуна дейлрес хула ласун рамдама 117 новый квартирный дом ремонтина дадаванчар хокшер 130 новый квартирный дом запланированный. Уличка, Бёкшпол, асфальт, 59 улица, асфальт была 63 километра. Дадаванчар, Хокшер запланированный 61 километр был. Выштвой небюджетный Бёкш, соцобъект, соты айл поручение, смеждик, школ, садик, тиги асфальт, что было. Парк, Дадаванчар, паркина, Хокшера припаркирую. Церах цап до черноры ча лес юк айр айл нахан бюл балал бала дукна хурцага атай ойца даган ояцик шлела лелер чоғнаган самудалып цунав шеге ейез уличен ОСД шеш цигарнах переселит бешцан царц барт боя из цинодеш из латки солуштан до халалуша и болбон царц беш всего около 200 семей цокшер бабеш болбу переселит беш. Дадаванчар барт бинеболнаха 241 семьяц барт бинакой переселит беш войн улицам расширение еш и инах навстречу года ишт ойгар дедел сандон кедак ечрал йоккал ешух админ да ка хаш коса дизихоштон навстречу бош полнан дедел да дуба болдон да дикна особо элиш дастон Результаты масштабных строительных работ радуют, а для достижения многочисленных поставленных задач у руководства региона есть все необходимое. Мадина Толчиева, Сайдамин Мусаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Первый заместитель руководителя администрации главы правительства Хадижат Кадырова провела свое первое совещание в новой должности. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств. Были даны протокольные поручения, исполнение которых, как отметила сама Хадижат Кадырова, будет под ее личным контролем. Серии – это наша первая встреча в таком расширенном формате, где я в новой должности представляю администрацию главы правительства Чеченской Республики. Социальная сфера является одним из самых сложных направлений, имеет множество проблемных вопросов. Первое, что я хотела отметить, несмотря на ваш сравнительно богатый опыт работы, одним из приоритетов будет жесткий контроль сроков и качество исполнения протокольных поручений всех решений главы Чеченской Республики. И в соответствии с проводимой вами работой будут приниматься соответствующие решения.
Прошу учесть этот пункт в дальнейшем нашем взаимодействии. Кроме того, мы будем проводить личные встречи с руководителями министерств и ведомств. Мы сможем более детально раскрывать и обсуждать проблемы, стоящие перед нами. Да, совместными усилиями мы сможем решить проблемные вопросы, устранить имеющиеся недостатки в работе. Крестьянско-фермерское хозяйство «Жейна» является ведущим предприятием в нашей республике. За время своего существования оно заслужило признание не только на местном уровне, но и за пределами региона, благодаря высокому качеству продукции. Основными направлениями деятельности являются животноводство, птицеводство и коневодство. Важным достижением хозяйства стало получение сертификата престижного «Халяль» от компании World Halal Trust Rus. Она предоставляет услуги сертификации по всему миру и гарантирует соответствие продукции признанным стандартам. Репортаж Мадины Кураевой. Забота, внимание и своевременное проведение необходимых прививок. Дмитрий – врач-ветеринар, настоящий хранитель коров на ферме. Ежедневно он тщательно следит за стадом. Благодаря его усилиям крупнорогатый скот ухоженный и здоровый. Как итог, экологически чистая продукция. Функция является за полным контролем состояния здоровья животных, выполнение недопущения противоэпизоотических заболеваний, как инфекционного характера, инвазионного характера, общих заболеваний, любого характера. Вот полный контроль над этим. Контроль производства качества продукции, то есть в данном случае молока, от производства начала молока и до его реализации. На ферме «Жейна» 1000 голов крупнорогатого скота. Основные 4 породы – это Монбельяр, Джерси, чернопестрый и краснопестрый Голштин. Разводятся здесь козы и овцы, а также курица. Территория для выращивания бройлеров современная и высокотехнологичная. Все процессы полностью автоматизированы, что обеспечивает эффективное управление и контроль качества. У нас 11 корпусов. 18 на 96, 5 штук и 6 штук 12 на 72. Всего посадочных мест 200 тысяч голов. Есть кормоцех свой, мы сами производим себе корм. Еще строим новый кормоцех, более мощный, надеемся расширяться. Тогда нам нужно будет еще прибавить посадочные места. Сейчас, которые мы производим, там 5 тонн в час. Гранулированный корм. А так мы в корме не используем мясокостную муку и не используем рыбную муку. Мы работаем чисто на сое и премиксах. Помимо выращивания бройлеров, есть корпуса, где производятся яйца. Работа кипит постоянно. В день сотрудники расфасовывают 40 ящиков. В одном 12 лотков по 30 штук. Зара Тавсултанова здесь с момента открытия. Признается, работать в таких комфортных условиях очень удобно. На территории функционирует мясной цех, где выпускается 5 видов продукции. Это говяжья и куриная колбаса, копченая целая курица, крылышки, спинка и сосиски. Ферма, которой руководит Зарган Кадырова, получила престижный сертификат «Халяль», что стало заслуженным подтверждением высокого уровня качества продукции. Аудит организации провела компания World Halal Trust Rus, которая предоставляет услуги халяль сертификации по всему миру. Теперь «Жейна» имеет возможность экспортировать товар за пределы страны. Молочный завод разделен на 3 цеха. Сейчас мы находимся в самом большом. Здесь молоко перерабатывается, идет процесс розлива. Мощность производства до 300 тонн в месяц. Готовятся 6 видов йогурта, кефир, молоко, ряженка, сметана, масло, творог. Высокотехнологичное оборудование позволяет производить продукцию высокого стандарта качества. Все автоматизировано, за процессом следят операторы. К примеру, мощность производства данного аппарата – это 1500 400-граммовых стаканчиков сметаны в час. Это у нас идет резервуары, там мы их танки называем. Там готовится смесь. Лаборатория проверяет ее на качество готового, потом дает нам добро на розлив. Мы включаем насосы, они по трубам проходят, наполняется резервуар самого аппарата, оно все автоматизированное, и мы включаем, и он работает, мы разливаем сметану.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Жейна» функционирует в республике с 2015 года. Самая главная цель – это производство высококачественной продукции, без добавления химии. Благодаря этому и вкусу компания не раз становилась призером престижных соревнований. Недавно предприятие признали лучшее сразу в 7 номинациях на международном конкурсе «Лучший продукт года 2024». Получили золотые медали в номинациях молокоперерабатывающая продукция и мясная продукция. В мясной продукции у нас золото взяли курица копченая, сосиски куриные и колбаса полукопченая говяжья. В молочной продукции это кефир, масло, сметана и йогурт со злаками. Это наши не первые медали. В прошлом году, в сентябре, мы также получили золотые медали в номинации «Выработка высококачественной продукции» на выставке «Золотая осень». Это также был кефир, весь ассортимент йогуртов, масло сладкосливочное и ряженка. Хочется отметить, что эти конкурсы рассчитаны не столько на конкуренцию между заводами или производителями или продукцией, сколько на выявление экологически чистого продукта, который соответствует всем нормативно-техническим документам. Ферма «Жейна» сочетает в себе уважение к окружающей среде, заботу о животных и производство высококачественной продукции. Впереди планы по расширению, что может порадовать потребителей экологически чистыми продуктами. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Сайдамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. При взрыве газа в частном доме в селении Чечен-Аул пострадали 4 человека. В результате ЧП сильные ожоги получили мать и 2 детей. Наши врачи оказали всю необходимую помощь, их состояние нормализовали. Дальнейшее лечение будет продолжено в профильном ожоговом центре Приволжского исследовательского медуниверситета. Спецборд МЧС России доставил их в Нижний Новгород. Амина Тупилагова с подробностями страшной трагедии. В аэропорту Грозный-Северный встречают специальный борт МЧС России, который прилетел за семьей погорельцев из Чечен-Аула. Известие о страшной трагедии облетело всю республику. 10 февраля произошел пожар вследствие взрыва газовоздушной смеси в частном жилом доме. Семья Домбаевых, супруги и 2 их малолетних детей оказались в больнице с ожогами. Родители 95-6 года, дети 2019-2020 года получили серьезные травмы и ожоги. В результате чрезвычайной ситуации главой республики Рамзаном Ахматовичем было дано поручение министру здравоохранения решить вопрос транспортировки тяжелых больных в Нижегородский противоожоговый институт. По решению специалистов в транспортировке нуждается мать и 2 детей. Состояние главы семейства лучше. Прямо с трапа специалисты Минздрава Российской Федерации разъехались по 2 учреждениям. Республиканская клиническая больница имени Эпендиева – 1-я точка, и детская городская больница номер 2 – 2-я. Ввиду того, что на дорогах был час пик, на протяжении всего пути экипаж медиков сопровождали сотрудники госавтоинспекции. По приезду в ожоговое отделение республиканской больницы специалисты сразу же приступили к осмотру. С момента трагедии пострадавшим оказывается вся необходимая помощь чеченскими специалистами под кураторством коллег из Приволжского исследовательского медицинского университета. 10 числа около 9 к нам поступила семья. На данный момент состояние по-прежнему мужчины, состояние с улучшением, с хорошей динамикой, позитивные моменты есть. Он остается у нас, мы его будем лечить, продолжать. Женщину Саиеву Аминат Асадовну, 95-го года, с диагнозом термический ожог пламенем 80% тела. После ежедневных консультаций мы согласовывали наше лечение поэтапно с Нижним Новгородом. Параллельно в детской городской больнице номер 2 идет осмотр малышей. Окончательный вердикт о транспортировке выносят специалисты Минздрава Российской Федерации уже на месте. Что ты? Это что говорит? Мы на самолете сейчас полетим. По завершению осмотра было вынесено окончательное решение об их переводе в ожоговый центр Института травматологии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. После подготовки пострадавших поместили в кареты скорой помощи. Несмотря на свое тяжелое состояние, один из малышей был в сознании и пытался разговаривать. Сейчас в самолете встретимся. Можно мне поговорить? Минуту, и мы увидим. Из обоих медицинских учреждений реанимобили с пострадавшими и сопровождающими их медиками выехали в аэропорт. Там их ждал министр здравоохранения региона Адам Алханов. Все это время 2 детей получали всю необходимую медицинскую помощь в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы номер 2. А родители Республиканской клинической больницы имени Эпендиева. Дальнейшее лечение пациенты будут получать
в Приволжском исследовательском медицинском университете. Отец семьи продолжит получать медицинскую помощь в РКБ. Хочу отметить, что глава Чеченской СВ Георгий Серенда Ахматович уделяет пристальное внимание обеспечению высококвалифицированной медицинской помощи населению и постоянно оказывает содействие решению медицинских и организационных вопросов. Специальный борт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственной вентиляции легких и кардиомонитором, что позволит следить за состоянием и при необходимости оказывать помощь во время полета. Сопровождать внуков и сноху будет Луиза Дамбаева. Стоит отметить, что также по поручению Рамзана Кадырова для семьи Дамбаевых уже начато возведение нового дома за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Депутаты парламента провели встречу с представителями общеобразовательных школ и дошкольных учреждений в Сирноводском муниципалитете. Члены Комитета по образованию, науке и культуре законодательного органа часто практикуют подобные выездные расширенные совещания, способствующие взаимодействию депутатского корпуса с органами исполнительной власти. Провел совещание заместитель спикера парламента Абикхан Хазбулатов и глава администрации Сирноводского района Исмаил Исраилов. На повестке дня обсуждение дел в образовательных организациях и учреждениях культуры и их функционирования. Было отмечено очевидные положительные результаты работы сотрудников муниципалитета. Наиболее отличившиеся были поощрены почетными грамотами и ценными подарками, а фонд библиотек 10 школ и центральной библиотеки был пополнен художественной, исторической и учебной литературой на более чем 400 книг. И вот тут постучали. 17 февраля по 7 марта будет проводиться подомовой обход членов участковых избирательных комиссий для информирования избирателей. В преддверии выборов президента России в нашей республике будет реализован проект «Информ-УИК», который направлен на адресное информирование. Обходчики объяснят, как поступить, если избирателю требуется проголосовать дома или он не будет по месту жительства находиться в дни голосования. Ада Магомедова разузнал о всех деталях работы обходчиков. Члены участковых комиссий активно готовятся к поквартирному обходу для того, чтобы донести до граждан, как можно проголосовать за будущего президента России. Всего в регионе будет задействовано 2084 обходчика. Все это в рамках проекта «Информ-УИК», который впервые применяется на выборах. Каждый наш обходчик прошел как дистанционное тестирование и обучение, так и мы сами организовывали очные семинары, чтобы каждому объяснить, как проходит работа в приложении, в котором нам предоставили. Члены участковых комиссий подтвердили свою готовность, все уже распределены по улицам. Тестирование прошли, программу установили. Самое главное, мы ждем своих избирателей, на высшем уровне. Каждому обходчику предоставляется личный комплект экипировки. Вот в такой форме будет каждый из обходчиков. В его комплект входит специальная сумка, жилет, также бейджик с его инициалами, значок, который будут носить все участники выборов, ну и ознакомительные лифлеты, в которых вся информация о выборах. Это и адрес, номер участка и время, когда он откроется. Избирательная комиссия республики проводит заседания в рамках подготовки проведения выборов президента страны, обсуждая ряд тем. Это утверждение текста на бюллетене на 2 языках, русском и чеченском, уже разработан предварительный образец, также график распределения бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах между зарегистрированными кандидатами и размещение информационных материалов, выполненных шрифтом Брайля. Это новый проект ЦИК России, призван для адресного информирования и оповещения избирателей о выборах, а также об особенностях голосования. Этот проект стартует уже 17 февраля и будет продолжаться
до 7 марта. Всего в республике функционирует 510 постоянных избирательных участков. Помимо этого дообразованы временные. Это 6 на территориях воинских частей, 4 в лечебных учреждениях и 1 в СИЗО города Грозный. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники отдела госавтоинспекции совместно с работниками патрульно-постовой службы провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых правонарушений. Представители закона провели проверку документов на право пользования автотранспортом и управления им, а также профилактические беседы с участниками дорожного движения. Все это помогает предотвращать ДТП с тяжкими последствиями. Профилактические мероприятия были направлены на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с тонировочным покрытием, не соответствующим ГОСТу. В отношении нарушителей принимаются меры согласно административному законодательству. На большие экраны вышел фильм «Лед 3». Это финальная глава романтической трилогии. В новой части история молодого поколения. Подросшая Надя пошла по стопам матери и стала фигуристкой. И она знакомится с хоккеистом Сережей Орловым. Между ними вспыхивает чувство. Однако есть препятствие. Отец Нади, который не верит в искренность молодого парня. Первые отзывы зрителей выслушала Наталья Депутатова. Заключительная часть трилогии фильма «Лед 3» – это история о преодолении, в том числе и самого себя. Героиня первых 2 частей выросла и стала фигуристкой. Ей предстоит столкнуться с первой любовью и многими трудностями. Ирина Сергеевна! Главный герой, которого исполняет по-прежнему Александр Петров, также взрослеет, становится тренером хоккейной команды, отцом стремительно взрослеющей дочери, решившей стать фигуристкой. Ее роль исполнила дебютантка в кино Аня Савранская. Я буду сама готовиться. Когда поеду в НХЛ, я вас как страшный сон всех забуду. Давай, давай, звезда моя! Ну, у вас просто прекрасные отношения, ребят. Вы ничего друг другу не рассказываете. Вы что хотите, чтобы я сказал? Да не надо ничего! В фильме очень много эмоций, музыки, спорта и танцев на льду. «Лед 3» поставил режиссер Юрий Хмельницкий, выпускник школы кино и телевидения. В прокате в нашем регионе картина с 14 февраля и будет проходить до 8 марта включительно. Есть первый зал, он по технологии чуть слабее третьего, но лучше любого другого. Там звук Dolby Atmos, это 360 звук. Вот, и именно в этом зале сейчас идет премьера фильма «Лед 3». Фигурное катание, вот, звуки, чтобы это все прям прочувствовать. Мы как раз таки запустили его в первом зале для людей, чтобы они получили как можно больше эмоций. Фильм очень интересный, заставляет задуматься зрителей более старшего поколения и очень увлекает тех, кто помладше. Максалине 9 лет, и она смотрела дома обе части, вышедшие несколько лет назад. На премьеру последней пришла с мамой. Впечатления у девочки самые теплые. Я еще несколько раз присматривала предыдущие части. Я узнала, что 14 февраля выйдет новая часть. Думала, почему бы не пойти. Вот так вот пошла, мне очень понравился. Прикольный, очень хороший сюжет. Музыка в фильме также некий эмоциональный всплеск. Передает то, что нельзя выразить словами. Иногда она и танцы могут сказать больше, чем текст. Весь фильм – посыл того, что добро и любовь побеждают все. Билеты можно приобрести несколькими способами. В кассе кинотеатра, на сайте Грозный Молл или вот в таком онлайн-киоске. Это на самом деле очень удобно. Можно сразу узнать время и оплатить через терминал. Наталья Депутатова, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.